национального канала продолжает программа «Новый день». В студии дежурный эфира Катерина Винокурова, Дмитрий Никифоров. Приветствуем всех, кто в эту минуту у экранов своих телевизоров. Ну, а может быть и не у своих, но тем не менее встречает утро вместе с нами. Летом этого года впервые пройдет Якутский республиканский фестиваль современной культуры. Проект охватит большую географию. Это 12 городов и 3 поселка нашей республики. Более подробно о фестивале мы пообщались с организаторами. Работа над фестивалем в Центре компетенций по вопросам городской среды «Лето» идет полным ходом. Проект направлен на позитивные изменения в городах и поселках республики путем искусства, для того, чтобы изменить пространство и возводить интересные арт-объекты в интересах местных жителей. Наша цель не только создавать какие-то красивые вещи, да, привлекательные. Наша цель более глобальная, она заключается в том, чтобы вокруг этих созданных красивых объектов, арт-объектов, да, появлялась какая-то новая жизнь, и жители сами могли бы видеть, как из, например, росписи на стене может измениться целое пространство вокруг. Мы планируем возведение муралов, скульптур, инсталляций. И не только просто приходим, делаем какие-то интересные росписи, да, а у нас есть еще образовательная миссия. Мы хотим сделать встречи с художниками, планируем какие-то интересные мастер-классы для жителей, для детишек, для подростков. На данный момент идет работа над эскизами и идеями. В Нерюнгри, к примеру, планируют раскрасить и благоустроить несколько объектов, одними из которых станут белазы. Мы хотим все это в рамках нашего фестиваля благоустроить, покрасить, и чтобы художники наши якутские приехали и в тематике нашего города, так как город у нас многонациональный, более 23 национальностей проживает, строили всем Советским Союзом. Вся эта техника, это, скажем так, достояние всего Советского Союза, всех национальностей. И вот в этой концепции мы бы хотели, чтобы у нас появился такой арт-объект, белаз, либо экскаватор, расписанный в стиле, в национальном стиле тех народов, которые проживают на нашей территории. К участию привлекают местных скульпторов, архитекторов, урбанистов, а также волонтеров, для которых подобный опыт работы с населением станет новым форматом. А организация «Волонтеры культуры» именно с фестиваля начнет свою деятельность. Наша задача – консолидировать сейчас общество, жителей, городов, сел вокруг культурных проектов. Волонтер, он не просто отдает свое время, свои компетенции, свою помощь, свою физическую силу, а очень много получает на самом деле, помимо морального удовлетворения, которое, конечно же, за которым все и идут, идя в волонтерство, но еще и интересный досуг, новая информация, новые компетенции, да, то есть кто-то становится практически ассистентом художника, открывает в себе новые какие-то возможности. Команда профессионалов и творческих единомышленников начинает реализацию проекта уже этим летом. Присоединяйтесь и вы, ведь только вместе мы можем улучшить места нашего проживания. Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем ежегодно с 24 апреля. Стартует Европейская неделя иммунизации. Российская Федерация, в том числе наша республика, принимает активное участие во всех мероприятиях. И мы сегодня на эту тему поговорим с нашей гостьей. У нас в студии Будоцеренова Любовь Владимировна, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Любовь Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Под каким девизом пройдет неделя в этом году? На что следует обратить внимание? Но Европейская неделя иммунизации всегда направлена на то, чтобы как больше людей проинформировать о положительных сторонах вакцинопрофилактики. Поэтому девиз ее обычно в этом году, по крайней мере, предупредить, защитить и привить. Поэтому, вот что еще хотел сказать, что она не только европейская, но в этом году она еще и в мировом масштабе проходит. И сроки ее проведения с 24 по 30 апреля. В этот период обычно все медицинские работники активно пропагандируют, цели вакцинопрофилактики, работают с теми лицами, которые отказываются от прививок, пересматривают медицинские осмотры и активно прививают тех, которых должны прививать.
Ну вот в управлении Роспотребнадзора вот сейчас работает горячая линия, она будет работать до конца апреля. Значит, телефон 8 800 550 21 24. Он также есть на сайте, если вдруг вы не запомнили, где можно задать вопросы вот по вакцинопрофилактике. Ну, сейчас вот повсеместно пишут о том, что в Европе возросло заболевание корью, да? Какая вообще обстановка в России у нас, здесь, в Якутии? У нас в мире во всем работает программа Всемирной организации здравоохранения по элиминации кори, то есть по ликвидации этой абсолютной инфекции. И казалось бы, что цель уже была практически достигнута, но вот 2018 год, в общем-то, вернул нас намного-намного назад, потому что из 47 стран, точнее из 53 стран 47 европейского региона в прошлом году была зарегистрирована заболеваемость кори, более 82 тысяч. И наибольшие случаи заболеваемости были зарегистрированы в нашей соседке, это на Украине. И вот эта ситуация осложненная, она продолжается. Заносы этой инфекции были в прошлом году и в этом году на территории Российской Федерации. Поэтому в марте этого года вышло постановление главного государственного санитарного врача, который вот обязал всех медицинских работников, и нас в том числе, да, провести огромную работу и с 1 апреля по 1 октября найти и привить всех тех, которые должны быть привиты против кори. Прививки будут проводиться бесплатно в медицинских учреждениях. Там, в общем-то, активно вот сейчас как раз поиск таких людей проводится. Это и дети, значит, до 18 лет, взрослые от 18 до 35 лет и определенная категория граждан до 55 лет, это которых большой риск встречи с этой инфекцией. Это работники образования, медицинские работники, торговли, транспорта, вахтовые рабочие. И помимо этого мы должны еще привить иностранных граждан, которые трудовые мигранты на территории нашей республики. Ну, известно, что в Якутии помимо национального плана прививок действует еще и региональный план, да? В последние годы он как-либо менялся? Добавились ли какие-то новые прививки от болезней? Региональный календарь прививок был принят на территории республики в 2011 году. И вот в январе этого года он, значит, преобразовался, и на сегодняшний момент это один из самых продвинутых региональных календарей в Российской Федерации. Потому что там включены, вот помимо тех, которые были ранее, вот как гепатит А, вот мы прививаем детей планово уже в течение, получается, с 2012 года, сейчас включены плановые прививки от ротавирусной инфекции всех детей, получается, от менингококковой инфекции, от ветряной оспы. И вот дополнительно включена ревакцинация в 7-8 лет от коклюшной инфекции. В общем-то, если финансирование вот этого регионального календаря будет в достаточном количестве, то эффект будет сногсшибательный. Ну, скоро лето. И начнется сезон клещей. Клещи все, они как-то расширяют свой ареал, и наша республика не считалась никогда рассадником, так сказать, клещевого энцефалита, а сейчас все больше и больше случаев. Роспотребнадзор ведет, конечно, большую работу по этому поводу. Вообще, кто должен прививаться в первую очередь? Ну, на территории Российской Федерации определены территории, субъекты, которые являются эндемичными по этой инфекции, по клещевому энцефалиту. И там плановые прививки проводятся всему населению. Наша территория не является эндемичной, хотя вот ежегодно мы регистрируем где-то более 300 случаев обращений по поводу укусов клещей. И что печально, что в последние годы у нас клещи стали выявляться инфицированы клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями. Поэтому тех лиц, которые вот занимаются сельскохозяйственными работами, гидромелиорацией, геологи, кто выезжает в поле, в лес, они обязательно должны получать прививки против клещевого энцефалита. Это планово-профилактические прививки групп риска среди населения. Они проводятся бесплатно за счет финансирования субъекта. Но кроме этого, мы же все любим отдыхать, и мы ездим не только на территорию республики, где как будто более-менее благополучно, да, но мы выезжаем в те регионы, в которых эта клещевая инфекция эндемичная. Поэтому, если вы планируете отдых в этих учреждениях, то вам, конечно, вот именно сейчас, в преддверии поездки, нужно провести прививки. Ну и всем хотелось бы пожелать, чтобы активно прививались, защищали себя и своих детей и были здоровы. Спасибо, Людмила Владимировна. Любовь Владимировна, мы вам желаем здоровья. Спасибо за участие в нашей программе. Удачного дня, плодотворной работы. Ну а у нас на очереди рубрика «Вакансии».
Итак, требуется инженер смены, высшее профессиональное образование, понимание работы сетевых IP-протоколов, управление коммуникационными оборудованиями, понимание основ спутниковой связи, навыки работы, заработная плата 35 тысяч рублей. Также требуется ведущий специалист по охране труда, среднее специальное образование, высшее юридическое образование, грамотность, обучаемость, исполнительность, знание Word и Excel. Заработная плата 28 200. Также требуется оптик-мастер, наличие профессионального образования, опыта работы, сертификат специалиста, медицинская книжка без вредных привычек. Заработная плата 24 816. И мы продолжаем наш эфир. Сейчас в 25 регионах России проходят отборочные соревнования для участия в финале 7-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills 2019», который состоится с 20 по 24 мая в городе Казань. В начале апреля в Москве состоялись отборочные соревнования по 17 компетенциям, в которых приняли участие конкурсанты из 40 регионов нашей страны, включая и республику. И первую бронзовую медаль республики из Москвы принес студент колледжа инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета. Это Тимур Тайшин. Сегодня он в нашей студии вместе со своим преподавателем Марией Марковной Грязнухиной. Доброе утро. Мария Марковна, ну расскажите с самого начала, как вы вообще попали в Москву? Ну вот в феврале проходили региональные чемпионаты. Наш колледж завоевал 18 медалей. Из них 8 золотых медалей. Участвовали по 12 компетенциям. Из них 5 компетенций совершенно новые. Вот наша компетенция с Тимуром — разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений. Это тоже для нас новая компетенция. Мы участвовали в этом году впервые. И по итогам вот регионального чемпионата мы попали в отборочные соревнования в городе Москве. А сколько было участников компетенции? Участников было 5. Участники были все подготовленные. Студенты, были студенты из Самарской, Новосибирской, Московской области и города Москвы. Тимур, борьба была тяжелая. Да, достаточно трудно было. Первый день более-менее спокойно прошел, то есть там особо сложного не было, то есть там сперва разработка интерфейса была в первый день, но на второй день уже более трудное задание было, и там достаточно много баллов, то есть решающий достаточно день был. И там было уже реализация игровых механик и такое подобное. И третий день уже оптимизация кода. То есть игра была как викторина. То есть игроку давались 8 разделов, и в каждом разделе по 10 вопросов. То есть игрок должен был выбирать и отвечать на вопросы. То есть нажимает буквы и правильный ответ. И там много было механик. Время было, энергия. То есть когда он играет, энергия заканчивается. И если нет энергии, уже нельзя было играть. То есть там можно было за реальные деньги купить или же на игровые валюты. То есть таких много. А за какое время вообще нужно было это все сделать? 3 дня. Первые 2 дня 8 часов и 1 час обед. То есть с 9 утра по 6 вечера. За такое короткое время участники должны реализовать полноценную игру. Проект, можно сказать. Времени было мало, было волнительно. Не теряя ни одной секунды, Тимур работал. Здорово, молодец. Но, Тимур, я читала, что ты совсем недавно, в этом... В этой теме? В этом по этой компетенции. В этой компетенции, да. Но все равно эта тема близка была, все равно. Я с компьютерами всегда работал. И... Поэтому было несложно, да? В принципе, да. Влиться. Нет, не сложно, в принципе. А именно на каком отделении ты обучаешься в колледже? Компьютерные системы и комплекс. У тебя была всегда страсть к компьютерам? Да, с детства, с самого детства. А что планируешь по окончанию колледжа? По окончанию колледжа переехать, наверное, из региона и поступить, наверное, на вышку все-таки.
выше все равно. Ну, ты хочешь развиваться вот в этом направлении по разработке компьютерных Ну да, игр или да, каких-то приложений, да, программ и так далее. Ведь Программирование, играми кстати. все не ограничивается на данный Да. момент. Правда ведь? Развивается. Да. Ну, на следующий год у вас какие планы? В следующем году тоже будут проводиться вот эти И вообще- соревнования. И вообще первый ли это успех, Да. вот, связанный с вашими студентами? Связанные вот с нашими студентами, это не первый успех. Наши студенты всегда участвуют в таких соревнованиях. В 2017 году мы завоевали бронзу, тоже в национальном финале межвузовского чемпионата. Иванов Максим, студент второго курса, программист, участвовали и завоевали бронзу. Планов много. Сейчас тоже проходят отборочные соревнования. И мы пожелали бы своим студентам успехов, тоже, чтобы они занимали какие-то места призовые, и удачи. Что ж, и мы вам желаем удачи обязательно. Мария Марковна, Тимур, спасибо за то, что пришли к нам этим утром. Тимур, тебе, несомненно, дальнейших успехов. Пусть все твои цели обязательно осуществлятся. Спасибо большое. Спасибо, удачного дня. Ну а наша программа сейчас прерывается на небольшую рекламную паузу, после которой мы снова будем встречать гостей в нашей студии и знакомиться с полезными материалами. Так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Доброе утро! Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день». В студии дежурный эфира Катерина Винокурова, Дмитрий Никифоров. Приветствуем всех, кто в эту минуту у экранов своих телевизоров. Ну, а может быть и не у своих, но тем не менее встречает утро вместе с нами. И не уходя далеко от темы, в Якутске продолжаются отборочные соревнования для участия в финале WorldSkills «Молодые профессионалы». Самые последние свежие новости смотрите в наших дневниках. Прошел 9-й день отборочных соревнований. На сегодня завершились конкурсные дни по таким компетенциям, как огранка алмазов, огранка ювелирных вставок и ювелирное дело. Их этапы приравнены к национальному финалу. Сделать 3 камня, 2 КР-57 и 1 КР-17. Ну как, справился? Ну, справился, да, нормально. Я выбрал эту профессию, потому что она очень интересная. Чемпионат «Молодые профессионалы» – это чемпионат лучших в профессии. И когда ребята, особенно школьники, видят, как их сверстники буквально на год, на два старше, а может быть и всего лишь на год делают уникальные вещи, то мне кажется, это как раз то, что формирует твой осознанный выбор того или иного дела, которым ты хочешь заниматься в жизни. А вот участники по компетенции графический дизайн продолжают борьбу за место в национальном финале. Начал работу второй поток. Всего 7 команд из разных регионов страны. Сегодня они выполняют макет сайта, разрабатывают и делают его редизайн. То есть у них был дан пакет текстовой и графической информации, и они должны это совместить, все расположить так, как должен представлять собой сайт. И также будут разрабатывать макет наклейки на диск и голограмму. Это сложное техническое задание. Некоторые регионы, скажем так, выглядят на голову выше. Те, кто принимает участие в движении WorldSkills давно, у них уже виден результат, скажем так. А те регионы, которые только недавно присоединились, они, конечно, выполняют задания немного слабее. Также сегодня в борьбу вступили ребята по компетенции интернет-вещей. Эта компетенция посвящена созданию современных систем управления различным оборудованием. Сбор информации с различных датчиков, да, с датчиков температуры, влажности, может быть, с параметров, которые на технологическом оборудовании различном бывают. Сейчас конкретно это промышленные роботы. То есть это те роботы, которые, например, на автомобильном заводе делают машину.
Вы заказываете, какой автомобиль нам нравится, какие кресла поставить, какого цвета покрасить машину. Да, а ребята должны написать программу, которая заставит завод сделать именно то, что вы хотите. А пока в воздухе царит атмосфера трепетного ожидания и азарта. WorldSkills продолжается. Танцевальный ансамбль «Кюн Мичер» подарил нам замечательный, действительно солнечный, позитивный танец. Этот год стал юбилейным для детского подросткового центра. Сегодня более подробно о деятельности центра, о мероприятиях, которые пройдут в этом году, мы говорим с нашими уважаемыми гостями. Рада представить вам директора детского подросткового центра Наталью Николаевну Петрову и старшего методиста, директора детского подросткового центра Марию Борисовну Хазагарову. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, 50 лет – это Солидно, много, да? Это много. это возраст. Полвека уже, да? С чего начиналась деятельность центра? 69-й год. В этом году, в 69-м, образовались комнаты школьников при ЖЭУ, при управляющей компании, как сегодня мы их знаем. Тогда это были энтузиасты, которые начали заниматься с детьми по месту жительства. Сегодня это центр, который насчитывает 4700 детей в разных концах города, находятся в своих зданиях и на базе 20 образовательных учреждений, наших школ и детских садов. Это большой коллектив единомышленников, детей и взрослых. Центр работает по направлениям, ведет образовательную программу, потому что он учреждение дополнительного образования по разным направлениям. Это и техническое, и социально-педагогическое, и художественное. И наши ребята являются призерами и победителями всевозможных конкурсов. Вот. И, естественно, нас знают как центр, который занимается социально-проектной деятельностью. Такие проекты, наверное, знакомы, как «Автобус радости», «Педагогический отряд «Здравствуйте», «Летний позитив», «Таежный герой», который реализуется совместно с нашими социальными партнерами, Министерствами внутренних дел. Да. Вот. Поэтому очень приятно, что нас город-республика знает. И я думаю, что это почерк нашего центра. Скоро будет замечательный проект реализоваться, который называется «Танцующий Якутск», где будут участвовать ребята от 2 до
взрослое население 89 лет. Вот такие участники были у нас в предыдущих наших мероприятиях. Поэтому, конечно же, детский подростковый центр – это, я думаю, что визитная карточка нашего города Якутска. И самое главное, что у нас в центре ведется направление и по инклюзивному, открыт солнечный мир, наверное, тоже такое слышали, такой центр, где работают значит, наши творческие педагоги, где занимается открыт инклюзивный танцевальный ансамбль ребят, которые передвигаются, значит, на колясках. Вот. Они являются лауреатами международных конкурсов. Вот. В честь них названа звезда на небосклоне. И мы говорим с гордостью о наших воспитанниках, потому что действительно ребята приходят, записываются, занимаются и вносят какую-то свою лепту, развиваются. Вот. И направлений много. Конечно же, одно из направлений – это WorldSkills, это где наши ребята тоже участвуют. Это профориентационное направление, где открывается открыт центр «Выбор проф. Якутск», где ребята получают профориентационное направление. Мария Борисовна? Ну, а я бы хотела бы подчеркнуть о работе наших педагогов. Гордостью нашего центра, конечно, являются педагоги дополнительного образования. Они такие творческие, очень яркие. Они воплощают все социальные проекты детского подросткового центра. И наших педагогов знают не только в городе, республике, но и в России, потому что они несут славу и развивают систему дополнительного образования. И наши педагоги очень высоко квалифицированные, да, и отличительная черта то, что наши педагоги любят свое дело, любят детей. Самое главное. Самое главное, да, и дети тянутся к ним, да, и всегда они стараются следовать всем новшествам. То есть инновационное направление у наших педагогов очень ярко развито. Да? Быть на одной волне с воспитанниками. Да, на одной волне с воспитанниками. Но еще хочется отметить, что наш коллектив достаточно молодой. Да? Средний возраст нашего коллектива 39 лет. Но тем не менее наш коллектив славится своей историей. Да? И рядом с молодыми педагогами работают наставники, люди умудренные, которые передают свой опыт, да, и, что немаловажно, наших педагогов очень поддерживают родители. Это самая главная поддержка, наша опора, да, и самая главная группа поддержки нашего центра. Но вот без них мы никак. То есть детский подростковый центр сегодня это содружество взрослых и содружество детей. Очень яркие, да? И мы, конечно, как педагоги, любим свою работу и гордимся ей. Действительно, мне кажется, педагоги – это лицо, да? Лицо центра. Конечно. Какие педагоги, такие дети, какие родители, такие дети, действительно. Но в рамках вот этих ваших юбилейных мероприятий, что будет проведено? Вот, да, что-то масштабное ожидается? Масштабное. У нас на днях прошел большой детский творческий концерт «Здравствуйте, это мы» в культурном центре «Сергеляхские огни», где зал был полон зрителей, социальные партнеры, наши родители, дети. Я, конечно, очень благодарна нашим коллегам, которые пришли поддержать нас в этот знаменательный день. Дело в том, что мы показали самые лучшие номера, которые были у нас, и подарили городу праздник. Что ж, Наталья Николаевна, Мария Борисовна, спасибо вам за участие в нашей программе. Мы, несомненно, вам желаем плодотворной, дальнейшей, отличной работы. С праздником. Спасибо. Поздравляем спасибо, вас, спасибо. Ну а наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами завтра в это же время, в этой же студии. Ну а сейчас передаем коллегам слово. До свидания.